Как вы, возможно, помните, во второй части мы послушали разговор прохожих, из которого узнали, что у местного учителя музыки украли скрипку, что послужило началом нового дела под названием «Теория струн». Прогулявшись по окрестностям собора в Скаладио, мы встретили мужчину, расклеивавшего объявление. Он рассказал нам, что пока его не было дома, кто-то вломился в его дом и украл его скрипку. Кроме скрипки больше ничего не пропало. Мужчина пригласил нас в свой дом и разрешил нам там осмотреться. И первое, что привлекло наше внимание, это сломанный замок. Его просто-напросто выломали, пнув дверь. В витрине, в которой лежала скрипка, остался смычок. Кусок ткани, покрытый белыми пятнами, напоминающие пятна от морской соли. А также осколки от бутылки дешевого виски. Думаю, ей и разбили витрину. Хотя сломать такой маленький замок не составило бы труда. А еще вор умудрился порезать руку. Проведя химический анализ куска ткани, я нашел на нем следы соли и пороха. После чего отправился искать вора по следам крови, которые привели меня на рынок, где мальчишка-продавец фруктов сказал, что видел моряков со скрипкой. Они накупили у него целую кучу фруктов, а еще украли его осла. А еще, как оказалось, именно этот мальчишка навел моряков на дом музыканта. Но сделал он это не из злого умысла. Моряков просто интересовала музыка, а он просто подсказал, кто может обучить их игре на скрипке. Дальше мы отправились искать моряков по следам осла. И судя по ним, осел не очень хотел идти с незнакомыми людьми. Возможно, ослик даже испугался. А один из моряков потерял свою фуражку. Вскоре мы нашли осла возле одной из пивнушек. Правда, в таверне кто-то дебоширил. И судя по тому, что нам удалось услышать, это были буйные матросы. Поэтому у нас не осталось выбора, кроме как утихомирить их. После чего я отыскал скрипку. К счастью, она была цела. На обратном пути я рассказал мальчику, где найти его осла, чтобы он мог пойти и забрать его. Ну и, конечно же, я вернул скрипку ее владельцу. После чего мы послушали мелодию, пробудившую в нас воспоминания. Мы с Джоном уже бывали здесь раньше. Прятались на чердаке и слушали, как этот мужчина играет на скрипке. Мы рассказали эту историю скрипачу, и, как оказалось, он знал, что мы слушаем, как он играет, отчего ему было играть еще приятнее. Ведь, согласитесь, очень приятно, когда кто-то оценивает ваше творчество. К примеру, лайком или там подпиской. И после этого разговора мужчина подарил нам свою скрипку, сказав, что скрипка сама выбрала нас. И на этой отсылке это дело будем считать закрытым.